А в скандально известном детском саду снова упала часть потолка. На детей пострадали 2 ребенка, 1 госпитализирован. Местные власти отреагировали решительно. Какое будущее ждет 48-й детский сад Уфы, расскажет мой коллега Радмир Азнабаев. Я выехала, я никого постороннего не сказали, что вы объясните, что за ситуация произошла. Эта неизвестная женщина, которая так и не представилась, настоятельно выпроваживает нашу съемочную группу с территории детского сада. Накануне здесь снова произошло ЧП. На детей во время обеда рухнула штукатурка. Они сидели, кушали за столом, и штукатурка упала на моего сына. У него на руке ушибы и ссадины. Дальше мы поехали с ним в травмпункт, сделали снимок. Хорошо, что перелома ничего не было. Там просто 20 сантиметров в сторону моего сына, были бы очень плачевные обстоятельства. Девочке, сидевшей рядом, повезло больше. Она делалась испугом. За недолгую историю здания потолок здесь осыпается уже в 3-й раз. Сад возвели в 2014 году. Первый обвал штукатурки произошел пару лет назад в актовом зале. Тогда обошлось без жертв. Второй несколько месяцев назад. Тогда во время тихого часа в детской спальне на мальчика обрушилась часть потолка. Весь кусок, который был над его кроватью, упал прямо на него и об него обломился. Спал он на боку, получается, на левом, поэтому весь удар попал на правый бок. Попросили сначала вроде как не говорить родителям, потому что, чтобы не создавать панику. Родители еще тогда забили тревогу. Им пообещали проверки от межведомственной комиссии, но кроме как перевода детей в другую комнату, предпринято ничего не было. Сейчас власти и руководство сада настроены действовать решительно. Сразу после инцидента между родителями и руководством детского сада было проведено совещание, где было принято решение закрыть детский сад на капитальный ремонт. Пока будут проводиться работы, дети будут находиться уже в другом дошкольном учреждении. Всего в саду числится 130 детей. Сейчас решается вопрос об их распределении. Это вынужденная мера, но не всех родителей устраивает это решение. Нам предлагают перевестись. Я даже не знаю, что делать. Еще неизвестно в какой. Сейчас смета готова и направлена в управление государственной экспертизы республики. Как только администрация района получит экспертное заключение, будет проведена конкурсная процедура и назначение сроков капитального ремонта. Вчера межведомственная комиссия опять районная выехала на место происшествия. Естественно, мы убедились в том, что было принято правильное решение по поводу капитального ремонта всех потолков образовательной организации и что у нас сметная документация, слава богу, уже готова. И мы ждем сейчас как раз результаты и сразу приступаем к ремонтным работам. В 2014 году после ввода в эксплуатацию детсада гарантийный срок здания составлял 5 лет. Соответственно, сейчас за произошедшее в ответе уже не застройщик, а администрация Орджоникидзевского района. С проверками в учреждение намерены нанести визит и правоохранители, ведь отец пострадавшего мальчика уже обратился с заявлением в прокуратуру. Радмир Азнабаев, Азамат Мухаммедшин и Иван Шабрин. Новости. Уфа.